В концертном зале Пицунского храма царит особая атмосфера ожидания. Зрители замерли в предвкушении, затаив дыхание. И вот, словно по мановению волшебной палочки, участники фестиваля появляются на сцене под бурные аплодисменты и восторженные взгляды публики. Вот и открылся 4-й международный музыкальный фестиваль. Пицунский храм, обладающий богатым культурным наследием, вновь стал центральной площадкой для этого события. На сцене выступили выдающиеся музыканты из Абхазии, России и ближнего зарубежья, представляя лучшие образцы классической музыки. Фестиваль открыл концерт композиции «Аллилуйя», исполненной государственной хоровой капеллой Абхазии под руководством Надара Чанба. Художественный руководитель коллектива мастерски организовал выступление хора, наполнив древний храм торжественным и величественным звучанием, что задало тон всему фестивалю. Под сводами Пицунского храма развернулось настоящее культурное событие. Глава государства Бадра Гунба и первая леди Абхазии Ирма Хашик стали главными зрителями этого вечера. Храм стал мостом между зрителями и музыкой, превращая звучание композиции в глубокое и насыщенное. В этот вечер прозвучали шедевры классической музыки – Моцарт, Рахманинов, Чайковский. Также состоялась мировая премьера хорового цикла Надара Чанба. 5 хоров на стихи русских поэтов 20 века. Дирижеры вечера Барас Куджба и Александр Соловьев. В концерте принял участие народный артист России, виолончелист Александр Князев. Первый день фестиваля завершился исполнением абхазских народных песен «Песня скалы» и «Походная». Просто потрясающе. Необыкновенно, замечательный просто концерт. Спасибо огромное всем, кто подарил нам этот праздник чудесный. Барас мой ученик, то есть наш ученик Сухумского музыкального училища. И когда вот возникла эта идея, мы, конечно, не могли его не поддержать. И поэтому мы наблюдаем с большим интересом, как этот фестиваль растет и крепнет. И то, что сегодня произошло на открытии, для меня это абсолютно какой-то феерический праздник. Вот просто сегодняшнее открытие самое мощное из всех тех, что я наблюдала за эти 4 года. Я уверена, это будет очень интересно, именно 4-й фестиваль. Мы в преддверии маленького юбилея. И я думаю, это будет очень важное событие каждому в Абхазии. И те, кто в гостях в Абхазии, советую стать частью этой истории. Зрители были в восторге, а участники фестиваля в непередаваемом счастье. Я принимал непосредственное участие в этом концерте. Мне очень понравилось. Я впервые на абхазской земле, в этом замечательном городе Пицунде. Мне очень понравилось. Надеюсь, что следующие концерты фестиваля меня очень порадуют. И хотелось бы вновь к вам приехать. С 27 июля по 1 августа время для встречи с музыкой. Зрителей ждет незабываемое музыкальное путешествие из 11 концертных программ. Вас ждут симфонические, хоровые, камерные и органные вечера, а также дебют Международного симфонического оркестра Пицунского фестиваля. Программа выходит за рамки привычных выступлений. На сцене камерный хор Московской консерватории, камерный оркестр и квартет имени Валентина Берлинского, а также государственная хоровая капелла Абхазии. Художественный руководитель и генеральный директор этого культурного мероприятия Барас Куджба. В этом году у нас более 100 участников фестиваля приезжают. Это в основном наши коллеги из России, стран ближнего зарубежья.
В этом году к нам приезжает камерный хор Московской консерватории, художественный руководитель Александр Соловьев, он заслуженный артист Абхазии, заслуженный деятель искусств России, квартет имени Валентина Берлинского, камерный оркестр Вара Арте, также наша родная государственная хоровая капелла Абхазии. Вот как раз открываем концерт открытия. И главное, что в этом году мы сделали, это Пицунский фестивальный оркестр. Из более 40 участников, 3 больших программ. Ждем всех гостей. Пицунский фестиваль превратился в площадку для масштабного музыкального диалога, объединяющего страны и поколения. Среди партнеров и спонсоров фестиваля глава государства Бадра Гунба, представители власти и культуры Абхазии, благотворительные фонды и меценаты. Лаура Капш, Ахрамичба, Абхазское телевидение.